9 сентября депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой в Россию членов семьи. Исключение сделано только для граждан Беларуси и высококвалифицированных иностранных специалистов. Они приехали, сделали свое дело и уехали без семей, без нагрузки на социальную сферу, в том числе медицинскую. По мнению депутатов, пребывание в стране семей трудовых мигрантов приводит к значительной нагрузке на социальную инфраструктуру государства, в том числе на образовательные учреждения и систему здравоохранения. При этом доходы бюджетов от патентов мигрантов не компенсируют расходы на содержание неработающих членов семей, что делает данную модель миграционной политики экономически невыгодной, говорится в пояснительной записке к документу. С учетом происходящих сегодня в России процессов, сомнений в том, что данный закон будет принят, даже не возникает. А вам есть разница, какой национальности у вас будет врач? Да, я люблю русских врачей. А почему вы ко мне записались? Потому что это была жизнь свободная. И чем не устроил вас прием? Потому что, блядь, вы не русские. Однако многие экономисты опровергают утверждение о том, что семьи мигрантов несут лишь нагрузку на инфраструктуру. Так, например, доцент Уральского федерального университета Виктория Корецкая-Гармаш в своей научной работе «Использование труда мигрантов. Угроза или преимущество для развития российской экономики» доказывает, что трудовая миграция приносит также и немалые выгоды. Трудовые мигранты, переезжая с семьями, вносят значительный вклад в российскую экономику через налоги и потребление. К аналогичным выводам пришли и экономисты дальневосточных подразделений Российского Центрального банка Мария Кудаева и Иван Аредозубов. Мигранты в целом положительно влияют на экономическую активность и ВВП, считают они. Сейчас узбеки поехали в Англию. Почему? Задумайтесь над этим. Вы чего хотите? Чтобы они туда поехали? Люди, знающие русский язык, а кто к нам приедет? В общем, учитывая выбывание из экономики миллионов трудоспособных граждан в связи с военными потерями и релокацией, без трудовых мигрантов российская экономика окажется в тяжелой ситуации. Давайте открыто правде в глаза смотреть. Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. То есть давайте примем решение, без мигрантов будем работать. Очевидно, что вся эта кампания инициирована вовсе не по экономическим мотивам, а по политическим. Ведь сегодня в России в условиях войны нужно поддерживать национал-патриотическую эйфорию, и топливом для нее были избраны трудовые мигранты. Таким образом, даже во вред собственной экономики Кремль травит трудовых мигрантов для поддержания боевого духа у своего населения. Чиновники же, непосредственно ответственные за экономику страны, вынуждены очень несмело выражать протест против антимигрантской истерии. В итоге каждая новая законодательная инициатива и очередное заявление политиков в отношении трудовых мигрантов бьет рекорд по абсурдности. Но я четко совершенно понимаю, что люди, которые приезжают, они хотят, по крайней мере большинство, они хотят здесь жить вместо нас. Так, например, одно из последних громких заявлений главного идеолога русского мира Александра Дугина шокировало всех. По его мнению, все трудовые мигранты из Центральной Азии должны принять христианство и стать русскими, чтобы оставаться в России. Православный таджик, азербайджанец, узбек, воюющий за Россию, больше не мигрант, а русский. А не воюющий пошел вон, написал философ. Женщинам-мусульманкам он разрешил не снимать хиджабы при условии ношения Z-символики. Пусть Z на хиджаб оденут. Будем знать, эта благородная ханум плела русскую сеть. Добрый вечер, граждане и гости Российской Федерации. Внимательно меня послушайте. Работает полиция Главного управления ГИО МВД России по Красноярскому краю. Всем находящимся здесь предоставить документы для проверки. Прошу сохранять спокойствие. Обращаю ваше внимание, что в случае неповиновения или оказания сопротивления может быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Спасибо.